В архивах Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана хранится папка с грифом «Совершенно секретно», которая до сих пор не рассекречена полностью. Внутри протоколы переговоров, записи радиоперехватов и фотографии с места событий 7 августа 2019 года, когда резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кайташ штурмовали спецподразделения. Но самое странное в этом деле — 3 страницы из центральной части досье отсутствуют. Они были изъяты через 24 часа после операции, и до сегодняшнего дня никто официально не объяснил, что именно было написано на этих листах. Свидетели из числа оперативников, участвовавших в штурме, говорят, что там содержались имена людей, которые координировали действия не из официального штаба, а из другого места, возможно, из частной резиденции или даже из-за границы. Кто дал реальный приказ на штурм? Почему операция, которая должна была завершиться за 2 часа, растянулась на целые сутки и унесла жизнь сотрудника спецназа? И главное, почему те самые 3 страницы исчезли именно тогда, когда началось официальное расследование? Этот документ мог стоить карьеры десяткам высокопоставленных чиновников, а, возможно, и жизни тем, кто решился бы его обнародовать. Село Койташ находится всего в 20 километрах от Бишкека, но для Алмазбека Атамбаева это место было не просто загородной резиденцией, это была его крепость, его последний бастион, символ того, что даже после ухода с поста президента он остается фигурой, с которой нужно считаться. Когда в июне 2019 года парламент Кыргызстана лишил его неприкосновенности, Атамбаев не стал скрываться и не попытался покинуть страну, хотя у него были все возможности для этого: связи, деньги, влияние за рубежом. Вместо этого он укрепил охрану своей резиденции, собрал вокруг себя несколько сотен сторонников и публично заявил, что не признает решение парламента законным. Это был вызов новой власти, и все понимали, что рано или поздно произойдет столкновение. Но мало кто предполагал, что оно примет такие масштабы и такую кровавую форму. Атамбаев был не просто бывшим президентом, он был человеком, который знал все секреты кыргызской политической элиты, все схемы, все компромат, все тайные договоренности. И это делало его опасным даже без официальной должности. Его резиденция в Койташе превратилась в своеобразный штаб оппозиции, куда стекались недовольные новым режимом, где проводились закрытые встречи и откуда, по слухам, координировались протестные акции по всей стране. Власти не могли позволить себе оставить эту ситуацию без контроля, но и действовать открытой силой было рискованно, а Тамбаев все еще пользовался поддержкой значительной части населения, особенно на севере страны. 7 августа 2019 года началось как обычный летний день в предгорьях Алатоо, но уже к полудню стало ясно, что произойдет нечто экстраординарное. Первые группы сотрудников МВД прибыли к резиденции Атамбаева около 11 часов утра с официальным ордером на задержание бывшего президента по обвинению в коррупции и организации массовых беспорядков. Но вместо того, чтобы сдаться, Атамбаев вышел к воротам своей резиденции в окружении охранников и сторонников и публично заявил, что не признает законность ордера и готов защищаться. Толпа его сторонников, которая к тому моменту насчитывала уже около 500 человек, начала блокировать подъезды к резиденции, выстраивая баррикады из автомобилей и строительных материалов. Ситуация быстро накалялась, полиция пыталась договориться, но переговоры ни к чему не приводили, потому что обе стороны заняли непримиримые позиции. К вечеру 7 августа стало очевидно, что мирного решения не будет, и власти начали стягивать к Койташу дополнительные силы спецназ, бронетехнику, вертолеты.
Местные жители рассказывают, что в ту ночь над селом постоянно кружили вертолеты с прожекторами, создавая атмосферу военной операции, а не полицейского задержания. Но самое странное началось позже, когда связь в районе резиденции внезапно прервалась, мобильные телефоны перестали работать, интернет отключился, и даже журналисты, которые пытались вести прямые трансляции, потеряли сигнал. Кто-то намеренно глушил связь, и это означало, что готовится операция, о которой не должны знать свидетели. Штурм начался на рассвете 8 августа, когда первые лучи солнца только начали освещать горные вершины над Кайташем. И именно в этот момент спецподразделения пошли на прорыв через главные ворота резиденции Атамбаева. Официальная версия гласит, что операция проводилась строго в рамках закона, с минимальным применением силы и с целью избежать жертв. Но свидетели на месте рассказывают совершенно другую историю. Они говорят о том, что спецназовцы применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули против безоружных сторонников Атамбаева, многие из которых были пожилыми людьми и женщинами. Сам Атамбаев в тот момент находился внутри главного здания резиденции, в своем кабинете на втором этаже, откуда он мог наблюдать за происходящим через окна с бронированными стеклами. Рядом с ним были его ближайшие соратники, охранники и несколько членов семьи, которые отказались покинуть резиденцию даже под угрозой ареста. Атмосфера внутри была напряженной, но не паникующий Атамбаев, по словам очевидцев, вел себя спокойно и даже давал указания своим людям, как организовать оборону и как вести переговоры с властями. Но переговоры уже не имели смысла, потому что решение о силовом захвате было принято на самом высоком уровне, и отступать никто не собирался. Спецназ прорвался через первую линию обороны примерно через час после начала штурма, но затем столкнулся с ожесточенным сопротивлением внутри самой резиденции охранники Атамбаева, многие из которых были бывшими военными и сотрудниками спецслужб, знали территорию досконально и использовали это преимущество, устраивая засады и блокируя проходы. Именно в одной из таких стычек погиб майор спецназа Усенбек Нурбек Уулу, он получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте, не приходя в сознание. Эта смерть изменила всю операцию, из полицейской превратилась в военную, и приказ был изменен взять Атамбаева любой ценой. К полудню 8 августа резиденция была полностью окружена, все выходы блокированы, и Атамбаев оказался в ловушке. Но он все еще отказывался сдаваться, требуя гарантий безопасности для себя и своих людей, а также присутствия международных наблюдателей и независимых журналистов. Власти отвергли эти требования, заявив, что переговоры возможны только после полной капитуляции и выхода всех людей из резиденции с поднятыми руками. Ситуация зашла в тупик, и именно в этот момент, по словам нескольких источников из числа участников операции, в штаб спецназа поступил звонок из Бишкека не от официального руководства МВД или ГКНБ, а от кого-то другого, чье имя не называлось даже в закрытых протоколах. Этот человек дал четкое указание закончить операцию до наступления темноты, не обращая внимания на возможные жертвы, потому что затягивание ситуации грозило политическим кризисом и международным скандалом. Кто был этот человек? Почему его имя не фигурирует ни в одном официальном документе? И почему именно его приказ стал решающим в судьбе Атамбаева? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа, но те, кто был на месте событий, утверждают, что после этого звонка характер операции резко изменился. Спецназ перешел к более жестким методам, начал использовать тяжелую технику для разрушения укреплений и даже, по некоторым данным, применил боевые патроны вместо резиновых пуль. Атамбаев понял, что сопротивление бессмысленно,
и около 15 часов дня вышел из резиденции с поднятыми руками, окруженный своими соратниками и охранниками, которые также сдались. Его немедленно задержали, надели наручники и увезли в неизвестном направлении официально в следственный изолятор ГКНБ. Но свидетели утверждают, что колонна машин сначала направилась в другую сторону, к военной базе на окраине Бишкека, где Атамбаева продержали несколько часов без связи с адвокатами и родственниками. Что происходило в те часы? Какие вопросы ему задавали? И почему эта информация до сих пор засекречена? Резиденция в Кайташе после штурма представляла собой картину разрушения, выбитые окна, разбитая мебель, следы от пуль на стенах, разбросанные документы и личные вещи Атамбаева, которые спецназовцы перебирали в поисках улик. Но самое интересное началось позже, когда на место прибыла специальная группа из ГКНБ, которая провела в резиденции почти 2 суток, изымая документы, жесткие диски компьютеров, мобильные телефоны и даже личные записи Атамбаева. Что именно они искали? Официально речь шла о доказательствах коррупции и злоупотребления властью, но источники в спецслужбах намекают, что настоящей целью был компромат-информация, которую Атамбаев собирал годами на своих политических противников, включая действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Атамбаев был известен своей привычкой записывать все важные разговоры, сохранять копии всех документов и вести подробные дневники, где фиксировал детали закулисных договоренностей и сделок. Эти записи были его страховкой, его гарантией безопасности, потому что он знал, пока у него есть эта информация, его не тронут. Но теперь эта страховка была изъята, и Атамбаев остался беззащитным перед системой, которую он сам когда-то создавал и контролировал. Ирония судьбы заключалась в том, что методы, которые он использовал против своих противников, теперь применялись против него самого: аресты по сфабрикованным обвинениям, давление на свидетелей, манипуляции с доказательствами, контроль над судебной системой. Атамбаев прекрасно понимал, как работает эта машина, потому что сам был ее архитектором, и теперь он оказался в ее жерновах, не имея возможности остановить процесс. Но вернемся к тому самому звонку, который поступил в штаб спецназа в критический момент операции, потому что именно этот эпизод содержит ключ к пониманию всей истории. Несколько офицеров, участвовавших в штурме, позже в частных разговорах упоминали, что командир операции после этого звонка выглядел растерянным и даже испуганным, как будто получил приказ, который противоречил всем инструкциям и протоколам. Он вышел из командного пункта, отошел в сторону и несколько минут разговаривал по телефону с кем-то еще, возможно, пытаясь получить подтверждение или разъяснение. Когда он вернулся, его лицо было мрачным, и он отдал приказ, который шокировал даже опытных спецназовцев Берем любой ценой. Живым или мертвым — неважно. Главное — до темноты. Эти слова запомнились многим, потому что они означали, что операция вышла за рамки закона и превратилась в нечто другое, в политическую расправу, в демонстрацию силы, в послание всем, кто осмелится бросить вызов новой власти. Атамбаев был не просто бывшим президентом, которого нужно было арестовать по обвинению в коррупции, он был символом старой системы, которую нужно было уничтожить публично и жестко, чтобы никто больше не посмел повторить его путь. И этот приказ исходил не от полиции и не от спецслужб, он исходил из самого сердца новой власти, от людей, которые боялись Атамбаева не за его реальную силу, а за то, что он знал об их собственных преступлениях и сделках. Среди ближайшего окружения Атамбаева был человек, которого все считали абсолютно преданным и надежным. Его звали Фарид Ниязов, и он занимал должность главы службы безопасности резиденции в Кайташе. Фарид был с Атамбаевым с самого начала его политической карьеры,
прошел с ним через все кризисы и конфликты, знал все секреты и имел доступ ко всем документам. Он был тем человеком, которому Атамбаев доверял безоговорочно. И именно поэтому то, что произошло дальше, стало таким шокирующим. В ночь перед штурмом, когда все готовились к обороне и укрепляли позиции, Фарид внезапно исчез из резиденции под предлогом того, что ему нужно съездить в Бишкек для переговоров с адвокатами и правозащитниками. Атамбаев разрешил ему уехать, не подозревая, что больше никогда его не увидит. Фарид не вернулся ни в ту ночь, ни утром, когда начался штурм, и его телефон был отключен. Позже выяснилось, что он встречался с представителями ГКНБ и передал им детальные планы резиденции, информацию о расположении охраны, о слабых местах в обороне и даже о том, где именно Атамбаев планирует укрыться в случае штурма. Эта информация позволила спецназу провести операцию максимально эффективно и избежать затяжного противостояния. Но почему Фарид предал человека, которому служил столько лет? Что ему пообещали взамен? Деньги? Безопасность? Новую должность в структурах власти? Или его просто запугали, показав компромат, который мог уничтожить его самого и его семью? Эти вопросы остаются без ответа, потому что Фарид Ниязов после событий в Кайташе исчез из публичного пространства, он не дает интервью, не появляется на публике и, по слухам, живет за границей под новым именем, получая ежемесячные выплаты от тех, кому помог свергнуть Атамбаева. Когда Атамбаева увозили из Кайташа в наручниках, он успел бросить взгляд на руины своей резиденции, на разбитые окна, на дым, который все еще поднимался от тлеющих баррикад, на своих сторонников, которые сидели на земле с опущенными головами, окруженные автоматчиками. В этот момент, по словам одного из конвоиров, Атамбаев произнес фразу, которая потом долго обсуждалась в кулуарах: «Они думают, что это конец». Но это только начало. Что он имел в виду? Угрозу? Предупреждение? Или просто констатацию факта, что его арест запустит цепную реакцию событий, которые приведут к новым кризисам и конфликтам? История показала, что Атамбаев был прав, его арест не успокоил политическую ситуацию в Кыргызстане, а наоборот, обострил ее, привел к расколу элит, к новым протестам и в конечном итоге к революции 2020 года, которая свергла президента Жээнбекова и привела к власти совершенно новых людей. Но это уже другая история. А пока Атамбаев ехал в следственный изолятор, не зная, что его ждет впереди суд, тюрьма, возможно, даже смерть, потому что в Кыргызстане политические противники имеют привычку умирать при загадочных обстоятельствах. Через несколько дней после штурма в Кайташ приехала международная делегация правозащитников и журналистов, которым разрешили осмотреть место событий и поговорить со свидетелями. То, что они увидели и услышали, шокировало даже опытных наблюдателей: следы применения чрезмерной силы, свидетельства пыток задержанных, рассказы о том, как спецназовцы избивали безоружных людей и угрожали им расправой. Официальные власти отрицали все обвинения, заявляя, что операция проводилась строго в рамках закона и что все пострадавшие получили медицинскую помощь. Но видеозаписи, которые сделали местные жители на свои телефоны до того, как связь была отключена, рассказывали другую историю. На них было видно, как спецназовцы стреляют резиновыми пулями в упор, как избивают людей дубинками, как тащат раненых по земле, не оказывая им помощи. Эти видео быстро распространились в социальных сетях и вызвали волну возмущения как внутри страны, так и за рубежом. Международные правозащитные организации потребовали независимого расследования событий в Кайташе и привлечения к ответственности всех виновных в применении чрезмерной силы.
Но расследование так и не было проведено, власти заявили, что все действия спецназа были законными и оправданными, а все обвинения в нарушениях прав человека являются провокацией со стороны оппозиции и иностранных агентов. Атамбаев из своей камеры в следственном изоляторе давал интервью через своих адвокатов, в которых обвинял власти в организации политической расправы и требовал международного суда. Но его голос уже не имел той силы, что раньше он был изолирован, лишен свободы и возможности влиять на события, и его судьба теперь зависела от решений людей, которые ненавидели его и боялись его одновременно. Но самая большая тайна событий в Кайташе связана не с самим штурмом и не с арестом Атамбаева, а с тем, что произошло в первые часы после его задержания, когда его увезли не в следственный изолятор, а на военную базу на окраине Бишкека. Там, в закрытом помещении без камер и свидетелей, с ним встретился человек, чье имя до сих пор не называется официально, но который, по всей видимости, был главным организатором всей операции. Этот человек провел с Атамбаевым около 2 часов наедине, и о содержании их разговора не знает никто, кроме них двоих. Но после этой встречи Атамбаев, по словам его адвокатов, выглядел подавленным и растерянным, как будто услышал нечто, что полностью изменило его понимание ситуации. Что ему сказали в те 2 часа? Предложили сделку, показали компромат, угрожали его семье или просто объяснили, что его политическая карьера закончена и что лучшее, на что он может рассчитывать, это тихая жизнь в тюрьме без публичных процессов и скандалов. Мы можем только догадываться, но факт остается фактом. После той встречи Атамбаев изменил свою стратегию защиты, перестал давить на международное сообщество и даже попросил своих сторонников прекратить протесты и не провоцировать власти. Это было странное поведение для человека, который всю жизнь боролся и никогда не сдавался. Что заставило его отступить? Страх? Усталость? Или понимание того, что игра проиграна и что дальнейшее сопротивление приведет только к большим жертвам? Представьте себе человека, который 20 лет проработал в личной охране президента, видел все закулисные игры, знал каждый секрет, каждую тайную встречу, каждый компромат на высших чиновников страны. Теперь представьте, что этот человек впервые за 35 лет соглашается говорить перед камерой, и его руки дрожат не от старости, а от страха за свою жизнь и жизнь своей семьи, потому что то, что он собирается рассказать, может стоить ему всего. Этот человек — бывший полковник службы безопасности президента Кыргызстана, который находился рядом с Атамбаевым в последние месяцы перед штурмом Кайташа и который знает правду о том, что происходило за закрытыми дверями резиденции, когда весь мир думал, что бывший президент просто прячется от правосудия. Он знает о встречах, которые не фигурируют ни в одном протоколе, о звонках, которые поступали глубокой ночью с зашифрованных номеров, о людях, которые приезжали в Кайташ тайно, через запасные входы, минуя все посты охраны. Он знает, почему Атамбаев отказался бежать за границу, хотя у него были все возможности и связи для этого, и почему он выбрал путь открытого противостояния, который неизбежно должен был закончиться трагедией. Этот полковник согласился дать интервью только при условии полной анонимности, изменения голоса и съемки в затемненном помещении, потому что он уверен, если его личность станет известна, он не проживет и недели. И то, что он рассказывает, объясняет многое из того, что казалось непонятным и нелогичным в поведении Атамбаева в те роковые дни августа 2019 года. По словам этого полковника, в последние 3 месяца перед штурмом Атамбаев вел себя странно, он стал параноидальным, подозрительным, постоянно менял охрану, проверял помещения на наличие прослушивающих устройств
и даже отказывался пользоваться мобильным телефоном, предпочитая передавать важные сообщения через доверенных курьеров. Он боялся не столько ареста, сколько того, что его могут убить, и представить это как несчастный случай или самоубийство. И эти страхи не были беспочвенными. В истории Кыргызстана было немало случаев, когда неугодные политики умирали при загадочных обстоятельствах. И Атамбаев прекрасно знал об этом. Он говорил своим близким, что у него есть страховка, документы и записи, которые он спрятал в надежном месте и которые будут обнародованы в случае его гибели. Но никто не знал, что именно содержалось в этих документах и где они находились. Полковник утверждает, что видел часть этих материалов. Это были аудиозаписи разговоров с высшими чиновниками, включая действующего президента Жээнбекова, где обсуждались коррупционные схемы, распределение государственных контрактов между родственниками и друзьями, планы по устранению политических конкурентов и даже детали сделок с иностранными компаниями, которые получали доступ к природным ресурсам Кыргызстана в обмен на откаты в офшорные счета. Эти записи были настолько компрометирующими, что их обнародование могло привести к отставке не только президента, но и половины правительства, и именно поэтому власти так отчаянно хотели заполучить их любой ценой. Штурм Койташа был не просто операцией по задержанию бывшего президента, это была операция по захвату компромата, который угрожал всей системе власти в стране. Но самое интересное в рассказе полковника — это информация о человеке, который координировал действия против Атамбаева из тени, не появляясь в официальных документах и не давая публичных комментариев. Этот человек, по словам полковника, был не из числа высших чиновников правительства и даже не из спецслужб. Он был бизнесменом, олигархом, который контролировал значительную часть экономики Кыргызстана и имел связи как в Москве, так и в Пекине. Его имя никогда не упоминалось в СМИ в связи с событиями в Койташе. Но именно он, по утверждению полковника, финансировал операцию, обеспечивал техническую поддержку и даже нанял частных военных консультантов, которые помогали планировать штурм. Этот олигарх боялся Атамбаева больше, чем кто-либо другой, потому что бывший президент знал о его нелегальных схемах вывода капитала за границу, о подкупе судей и чиновников, о связях с организованной преступностью и даже о заказных убийствах конкурентов. Если бы Атамбаев обнародовал эту информацию, олигарх потерял бы не только бизнес, но и свободу, и, возможно, даже жизнь, потому что его враги в криминальном мире не простили бы такого провала. Поэтому он сделал все возможное, чтобы Атамбаев был нейтрализован быстро и бесповоротно. И именно его люди координировали действия спецназа в тот роковой день 8 августа, обеспечивая, чтобы операция прошла по плану и чтобы все компрометирующие материалы были изъяты до того, как их успеют скопировать или передать третьим лицам. Полковник также рассказывает о последней ночи перед штурмом, когда в резиденцию Атамбаева тайно приехал человек, которого он описывает как посредника. Это был не политик и не чиновник, а кто-то из числа старых знакомых Атамбаева, кто-то, кому он доверял и с кем поддерживал отношения еще со времен своей молодости. Этот человек провел с Атамбаевым около часа в закрытом кабинете, и после его ухода бывший президент выглядел потрясенным и растерянным, как будто услышал нечто, что полностью изменило его планы. Полковник не знает точно, о чем они говорили, но слышал обрывки разговора через дверь. Посредник предлагал Атамбаеву сделку «добровольная сдача» в обмен на гарантии безопасности для него и его семьи, мягкий приговор без реального тюремного срока и возможность сохранить часть своего состояния. Но взамен Атамбаев
должен был передать все компрометирующие материалы и публично признать свою вину в коррупции и злоупотреблениях властью. Атамбаев отверг это предложение, назвав его капитуляцией и предательством своих сторонников, и посредник ушел, предупредив, что это была последняя возможность избежать кровопролития. Через несколько часов начался штурм, и все пошло именно так, как предупреждал посредник, жестко, быстро и без компромиссов. Кто был этот посредник? Почему Атамбаев доверял ему настолько, что согласился на встречу в такой критический момент? И кто стоял за этим предложением власти Кыргызстана или кто-то из-за границы, кто имел свой интерес в том, чтобы конфликт был разрешен мирным путем? Полковник не знает ответов на эти вопросы, но уверен в одном: если бы Атамбаев принял ту сделку, история Кыргызстана могла бы пойти совсем по другому пути. Теперь давайте поговорим о деньгах, потому что за всеми политическими интригами и громкими заявлениями всегда стоят финансовые интересы, и история Атамбаева не исключение. Когда он был президентом с 2011 по 2017 год, его официальная зарплата составляла около $3000 в месяц, скромная сумма по меркам главы государства, но при этом его состояние, по оценкам независимых экспертов, выросло до нескольких десятков миллионов долларов. Откуда взялись эти деньги? Официально Атамбаев объяснял свое богатство успешным бизнесом, который он вел до прихода в политику, но документы, изъятые при обыске его резиденции в Кайташе, рассказывают другую историю о систематическом разворовывании государственных средств, о контрактах, которые распределялись между компаниями, принадлежащими его родственникам и друзьям, о взятках от иностранных инвесторов, которые хотели получить доступ к золотым месторождениям и гидроэнергетическим проектам Кыргызстана. Один только контракт на модернизацию Бишкекской ТЭЦ, который был подписан в 2014 году, принес компании, связанной с семьей Атамбаева, около $15 миллионов чистой прибыли, в то время как средняя зарплата рабочего на этой же ТЭЦ составляла около $200 в месяц. Это означает, что прибыль от одного контракта была эквивалентна зарплате 6000 рабочих за целый год. Представьте себе масштаб этого неравенства, пока простые люди едва сводили концы с концами, семья президента богатела на государственных проектах, и никто не мог задать неудобные вопросы, потому что все контролирующие органы были под контролем самого Атамбаева. Но самая скандальная история связана с так называемым «золотым делом», расследованием коррупции в золотодобывающей отрасли, которое началось еще при Атамбаеве, но было заморожено по его личному указанию. Речь шла о том, что несколько крупных золотодобывающих компаний, работавших в Кыргызстане, систематически занижали объемы добытого золота и выводили прибыль за границу, не платя налоги в государственный бюджет. По оценкам экспертов, потери бюджета составляли около $100 миллионов ежегодно, сумма, которая могла бы покрыть расходы на здравоохранение и образование для всей страны. Но расследование было остановлено после того, как Атамбаев получил подарок от одной из этих компаний роскошную виллу на берегу Иссык-Куля стоимостью около $5 миллионов, оформленную на имя его родственника. Эта вилла стала символом коррупции режима Атамбаева, и когда новые власти пришли к власти, одним из первых их шагов было возобновление расследования по золотому делу и конфискация этой виллы. Но к тому моменту большая часть денег уже была выведена за границу на офшорные счета, и вернуть их оказалось практически невозможно. Атамбаев в своих интервью из тюрьмы отрицал все обвинения в коррупции, называя их политически мотивированными и сфабрикованными,
Но документы, которые были представлены в суде, говорили сами за себя: банковские выписки, контракты, переписка с бизнесменами. Все это указывало на то, что Атамбаев и его окружение систематически использовали государственные ресурсы в личных целях. Среди людей, которые помогали Атамбаеву строить его финансовую империю, был человек по имени Равшан Жээнбеков, не родственник президента Сооронбая Жээнбекова, несмотря на совпадение фамилий, но очень влиятельный бизнесмен, который контролировал несколько крупных строительных компаний и имел тесные связи с российскими и китайскими инвесторами. Равшан был одним из ближайших друзей Атамбаева еще с 90-х годов, когда они вместе начинали свой бизнес в постсоветском Кыргызстане, и именно Равшан помогал Атамбаеву финансировать его первые политические кампании, вкладывая миллионы долларов в рекламу, организацию митингов и подкуп избирателей. Взамен, когда Атамбаев стал президентом, Равшан получил доступ к самым прибыльным государственным контрактам строительства дорог, мостов, правительственных зданий, модернизация аэропортов. Его компании зарабатывали сотни миллионов долларов на этих проектах, и значительная часть этих денег возвращалась обратно в карман Атамбаева в виде откатов и подарков. Но в 2018 году, когда отношения между Атамбаевым и новым президентом Жээнбековым начали портиться, Равшан оказался перед выбором остаться верным своему старому другу или переметнуться на сторону новой власти, чтобы сохранить свой бизнес. И он выбрал второе. Равшан тайно встретился с представителями администрации Жээнбекова и предложил им сделку. Он передаст всю информацию о финансовых схемах Атамбаева, включая номера офшорных счетов, копии контрактов и записи разговоров, в обмен на гарантии неприкосновенности для себя и своего бизнеса. Власти согласились, и Равшан стал главным свидетелем обвинения в деле против Атамбаева. Это предательство было особенно болезненным для бывшего президента, потому что Равшан был не просто деловым партнером, он был человеком, которому Атамбаев доверял как брату, с которым делился самыми сокровенными планами и секретами. И теперь этот человек продал его за возможность сохранить свои миллионы и избежать тюрьмы. Но история Равшана на этом не закончилась, потому что предательство имеет свою цену, и он заплатил ее сполна. После того, как он дал показания против Атамбаева, его репутация в деловых кругах была уничтожена, никто больше не хотел иметь с ним дела, потому что все знали, что он предатель, который готов продать кого угодно ради собственной выгоды. Его компании начали терять контракты, партнеры разрывали соглашения, банки отказывались предоставлять кредиты. Равшан пытался спасти ситуацию, обращаясь за помощью к тем самым людям из администрации Жээнбекова, которым он помог посадить Атамбаева. Но они отвернулись от него, как только он перестал быть им полезен. В 2020 году, через несколько месяцев после революции, которая свергла Жээнбекова, Равшан покинул Кыргызстан и уехал в Дубай, где, по слухам, живет до сих пор, пытаясь восстановить свой бизнес и репутацию. Но тень предательства преследует его везде, и даже в эмиграции он не может избавиться от чувства вины и страха, что однажды кто-то из людей Атамбаева найдет его и отомстит за то, что он сделал. Атамбаев из своей тюремной камеры не раз говорил в интервью, что не простит Равшана и что рано или поздно справедливость восторжествует. И эти слова звучат как проклятие, которое будет преследовать предателя до конца его дней. Теперь давайте поговорим о том, что происходило с Атамбаевым в первые месяцы после его ареста. Потому что эта часть истории окутана тайной и противоречивыми свидетельствами. Официально он содержался в следственном изоляторе ГКНБ в Бишкеке,
где ему были предоставлены условия, соответствующие международным стандартам: отдельная камера, медицинское обслуживание, возможность встречаться с адвокатами и родственниками. Но его адвокаты рассказывают совсем другую историю. Они утверждают, что Атамбаев подвергался психологическому давлению, что его держали в изоляции, не давая возможности общаться с внешним миром, что его заставляли подписывать признательные показания под угрозой ареста его жены и детей. Один из адвокатов даже заявил, что видел на теле Атамбаева следы побоев. Но официальная медицинская экспертиза не подтвердила этих утверждений, заявив, что все травмы были получены во время задержания в Куйташе. Кому верить? Адвокатам, которые защищают своего клиента и могут преувеличивать, чтобы вызвать сочувствие общественности? Или официальным властям, которые заинтересованы в том, чтобы представить все в лучшем свете и избежать международного скандала? Истина, как всегда, находится где-то посередине, и мы можем только догадываться, что на самом деле происходило за закрытыми дверями следственного изолятора в те первые месяцы после ареста Атамбаева. Но есть один эпизод, который проливает свет на то, через что пришлось пройти Атамбаеву в заключении, и этот эпизод связан с его здоровьем. В октябре 2019 года, через 2 месяца после ареста, Атамбаев был экстренно госпитализирован с диагнозом «острая сердечная недостаточность». Официальная версия гласила, что это было следствием стресса и хронических заболеваний, которые у него были еще до ареста. Но его личный врач, который наблюдал его в течение многих лет, утверждал, что никаких серьезных проблем с сердцем у Атамбаева никогда не было, и что его состояние резко ухудшилось именно после ареста. Более того, анализы крови, которые были сделаны в больнице, показали наличие в организме Атамбаева следов веществ, которые не должны были там быть. Это были не наркотики и не яды в классическом понимании, но препараты, которые могли вызывать нарушение сердечного ритма и повышение артериального давления. Врач намекал, что Атамбаеву могли подмешивать эти вещества в пищу или воду в следственном изоляторе, чтобы ослабить его здоровье и сделать более податливым на допросах. Власти категорически отрицали эти обвинения, называя их абсурдными и неподкрепленными доказательствами. Но факт остается фактом. После госпитализации Атамбаев стал более сговорчивым, начал давать показания, которые устраивали следствие, и даже согласился на сделку со следствием, признав часть обвинений в обмен на смягчение приговора. Что заставило его пойти на это? Страх за свою жизнь, понимание того, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, или действительно его здоровье было подорвано настолько, что он больше не мог выдерживать давление. Среди медицинского персонала, который работал в больнице, куда был госпитализирован Атамбаев, ходили слухи о странных визитах, которые он получал в ночное время люди в штатском, без опознавательных знаков, которые приходили к нему в палату и проводили там по несколько часов, не позволяя медсестрам входить и не объясняя цель своих визитов. Одна из медсестер, которая работала в ту ночь, рассказывала, что слышала через дверь палаты громкие голоса, крики и даже звуки, похожие на удары. Но когда она попыталась войти, ее остановили охранники и велели не вмешиваться. На следующее утро Атамбаев выглядел измученным и подавленным, отказывался от еды и не хотел ни с кем разговаривать. Что происходило в ту ночь? Кто были эти люди? И что они делали с Атамбаевым? Медсестра не знает ответов на эти вопросы, но уверена в одном: то, что происходило в той палате, не имело никакого отношения к медицинскому лечению. Это было что-то другое: допрос, угрозы, возможно, даже пытки, замаскированные под медицинские процедуры.
И самое страшное, что никто не мог вмешаться, потому что все понимали, эти люди действовали с санкцией самых высоких инстанций, и любая попытка раскрыть правду могла стоить жизни. Но вернемся к тому самому олигарху, который, по словам полковника из службы безопасности, координировал операцию против Атамбаева из тени. Этот человек, чье имя мы не можем назвать по юридическим причинам, но которого в деловых кругах Кыргызстана знают все, построил свою империю на торговле энергоресурсами, контроле над транспортными коридорами и тесных связях с российскими и китайскими компаниями. Его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, и он входит в список самых влиятельных людей Центральной Азии, хотя старается держаться в тени и редко появляется на публике. Во времена президентства Атамбаева этот олигарх был одним из главных спонсоров его политических кампаний и получал взамен эксклюзивные права на разработку месторождений и строительство инфраструктурных объектов. Но отношения между ними испортились в 2016 году, когда Атамбаев попытался пересмотреть условия некоторых контрактов, требуя большей доли для государства. Олигарх воспринял это как предательство и начал искать способы избавиться от неудобного президента. Он установил контакты с оппозицией, финансировал протестные движения и даже, по некоторым данным, спонсировал создание компромата на Атамбаева, который потом был использован в судебных процессах. Когда Атамбаев ушел с поста президента и передал власть Жээнбекову, олигарх увидел свой шанс окончательно разделаться с бывшим партнером, который знал слишком много о его нелегальных схемах. Он предложил новой власти свою помощь в нейтрализации Атамбаева, и именно его деньги и связи обеспечили успех операции в Кайташе. Но самое интересное в этой истории то, что произошло после ареста Атамбаева, когда олигарх получил доступ к тем самым компрометирующим материалам, которые бывший президент хранил как страховку. Среди этих материалов были не только документы о коррупции и злоупотреблениях, но и информация о личной жизни олигарха, о его связях с организованной преступностью, о заказных убийствах конкурентов, о схемах отмывания денег через офшорные компании и даже о его причастности к нескольким политическим убийствам, которые официально были списаны на несчастные случаи или самоубийства. Эта информация была настолько взрывоопасной, что олигарх приказал уничтожить все копии документов и записей, не оставив никаких следов. Но Атамбаев был опытным политиком и предусмотрел такой сценарий. Он заранее сделал несколько копий самых важных материалов и передал их доверенным людям с инструкцией обнародовать их в случае, если с ним что-то случится. Эти копии до сих пор существуют где-то, и олигарх знает об этом, и именно поэтому он до сих пор не может спать спокойно, постоянно опасаясь, что однажды эти документы всплывут и разрушат все, что он строил десятилетиями. Атамбаев из своей тюремной камеры периодически намекает в интервью, что у него есть последний козырь, который он сыграет в нужный момент. И эти намеки держат олигарха в постоянном напряжении, заставляя его тратить миллионы на поиски этих копий и на подкуп людей из окружения Атамбаева, которые могут знать, где они спрятаны. Теперь представьте себе роскошь, в которой жил этот олигарх, пока простые граждане Кыргызстана боролись за выживание. Его главная резиденция в Бишкеке — это дворец площадью более 5000 квадратных метров, построенный по проекту итальянских архитекторов и обставленный мебелью из редких пород дерева, привезенной из Европы. Только на отделку мрамором и гранитом было потрачено около $3 миллионов сумма, которая эквивалентна годовому бюджету небольшого района Кыргызстана. В его гараже стоят автомобили общей стоимостью более $10 миллионов, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini,
каждый из которых стоит больше, чем средний кыргызстанец заработает за всю свою жизнь. Для сравнения, средняя зарплата в Кыргызстане в 2019 году составляла около $250 в месяц, что означает, что один только его Rolls-Royce стоимостью $500 000 эквивалентен зарплате обычного работника за 166 лет. Но самое возмутительное — это не роскошь сама по себе, а то, как эти деньги были заработаны на государственных контрактах, которые распределялись без конкурса, на монопольном контроле над целыми отраслями экономики, на коррупционных схемах, которые лишали государственный бюджет миллиардов долларов, необходимых для развития образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Пока олигарх тратил миллионы на свои прихоти, больницы в регионах Кыргызстана закрывались из-за отсутствия финансирования, школы работали в аварийных зданиях, а пенсионеры получали пособия, которых едва хватало на еду. История Атамбаева и событий в Кайташе — это не просто история о падении одного политика. Это история о системе, которая пожирает своих создателей, о предательстве и мести, о том, как власть и деньги развращают людей и превращают их в монстров, готовых на все ради сохранения своего положения. Атамбаев сам был частью этой системы. Он создавал ее, укреплял, использовал для достижения своих целей, и теперь эта же система уничтожила его, не оставив ни малейшего шанса на спасение. Но самое страшное в этой истории — то, что она не закончилась с арестом Атамбаева. Она продолжается до сих пор, потому что те же люди, те же схемы, те же методы используются и сегодня, только с другими именами и другими лицами. Система осталась прежней, и пока она существует, будут новые Атамбаевы, новые олигархи, новые предатели и новые жертвы. И единственный способ разорвать этот порочный круг — это раскрыть правду, обнародовать все секреты, все схемы, все преступления, которые совершались во имя власти и денег. Но кто осмелится это сделать? Кто рискнет своей жизнью и жизнью своих близких ради того, чтобы правда вышла наружу? Эти вопросы остаются без ответа. И пока они остаются без ответа, система будет продолжать существовать, пожирая новых жертв и порождая новых монстров. Представьте себе группу из 12 человек, которые знали абсолютно все о жизни Алмазбека Атамбаева, каждую его медицинскую тайну, каждый план эвакуации на случай переворота, каждый секретный туннель под его резиденцией в Койташе, каждую офшорную схему и каждый компромат на высших чиновников страны. Эти 12 человек составляли внутренний круг безопасности бывшего президента, и каждый из них дал клятву хранить секреты до конца своих дней, понимая, что разглашение любой информации будет стоить им жизни. Но 22 декабря 2018 года, за 8 месяцев до штурма Койташа, эти люди собрались на тайную встречу в одном из безопасных домов на окраине Бишкека. И то, что они обсуждали в ту ночь, изменило судьбу не только Атамбаева, но и всего Кыргызстана. На этой встрече они приняли решение, которое казалось немыслимым для людей, связанных клятвой верности. Они решили, что пришло время выбирать между лояльностью к человеку, который дал им все, и собственным выживанием. Атмосфера в том помещении была настолько напряженной, что, по словам одного из участников, который позже согласился дать анонимное интервью, люди боялись даже смотреть друг другу в глаза, понимая, что каждый из них балансирует на грани предательства. Что заставило этих закаленных профессионалов, многие из которых прошли через войны и спецоперации, усомниться в своем шефе? Какую информацию они получили, что решились на такой шаг? И самое главное, кто из них первым произнес вслух то, о чем все думали, но боялись сказать: Атамбаев обречен. И если мы не отойдем в сторону сейчас, мы погибнем вместе с ним,
Этот человек, который первым нарушил молчание на той встрече, был никто иной, как начальник личной охраны Атамбаева, полковник Эрлан Токтагулов, ветеран спецслужб с 30-летним стажем, который служил еще при президенте Акаеве и пережил все политические бури Кыргызстана. Эрлан был легендой в узких кругах человеком, который никогда не предавал своих, который мог организовать защиту объекта в любых условиях и который знал все секреты кыргызской политической элиты за последние 20 лет. Атамбаев доверял ему безоговорочно, считал его не просто охранником, а другом и советником. И именно поэтому предательство Эрлана стало таким сокрушительным ударом. На той декабрьской встрече Эрлан положил на стол папку с документами, которые он тайно копировал в течение последних 6 месяцев, и сказал своим коллегам: «Я знаю, что нас всех ждет, если мы останемся с ним до конца. Я видел список людей, которых он планирует устранить после того, как разберется с Жээнбековым. И знаете что? Половина из нас в этом списке». Эти слова прозвучали как приговор, потому что все в той комнате понимали, Атамбаев был параноиком, который не доверял никому полностью и который всегда держал запасной план на случай, если кто-то из его окружения решит его предать. Но то, что он составил список на устранение своих же людей, людей, которые рисковали жизнью ради него, было за гранью всякого понимания. Эрлан открыл папку и начал зачитывать имена, и с каждым новым именем лица присутствующих бледнели, потому что они понимали, это не блеф, это реальный документ, написанный рукой самого Атамбаева, с датами, методами и даже суммами, которые должны были быть выплачены исполнителям. Но откуда у Эрлана появился этот список? Как он получил доступ к документу, который Атамбаев хранил в личном сейфе, код от которого знали только он сам и его жена? Ответ на этот вопрос раскрывает еще одну темную сторону истории. Оказывается, Эрлан уже несколько месяцев работал на две стороны, передавая информацию представителям администрации президента Жээнбекова в обмен на гарантии безопасности для себя и своей семьи. Его завербовали через классическую схему, сначала показали компромат на него самого, видеозаписи, на которых он принимал взятки от бизнесменов, которые хотели получить доступ к Атамбаеву. Затем пригрозили уголовным преследованием и арестом его жены и детей, а потом предложили сделку работать на новую власть и получить полную амнистию плюс щедрое вознаграждение. Эрлан сопротивлялся несколько недель, но когда ему показали фотографии его дочери, выходящей из школы, и намекнули, что с ней может случиться несчастный случай, он сломался и согласился. С того момента он начал систематически копировать все документы, к которым имел доступ, записывать разговоры Атамбаева, фотографировать планы резиденции и передавать всю эту информацию своим новым хозяевам. Именно благодаря Эрлану спецслужбы знали о каждом шаге Атамбаева, о каждой его встрече, о каждом плане. И именно поэтому операция в Кайташе была проведена так эффективно, они знали, где находятся слабые места в обороне, где спрятаны оружие и документы, и даже где именно Атамбаев планировал укрыться в случае штурма. На той декабрьской встрече, после того, как Эрлан показал список, в комнате воцарилась тяжелая тишина, люди смотрели друг на друга, пытаясь понять, кто еще из присутствующих уже перешел на другую сторону, кому еще можно доверять, а кто уже работает на врага. Атмосфера недоверия и страха была настолько густой, что можно было резать ножом. Один из участников встречи, бывший майор спецназа по имени Бакыт Османов, встал и сказал: «Если мы сейчас предадим его, мы станем такими же, как те, против кого мы боролись всю жизнь. Мы дали клятву, и я не собираюсь ее нарушать, даже если это будет стоить мне жизни». Его слова вызвали одобрительный гул у нескольких человек, но большинство молчало,
понимая, что благородство и верность клятве — это роскошь, которую они больше не могут себе позволить. Эрлан посмотрел на Бакыта и сказал холодно: «Ты свободен уйти и умереть вместе с ним. Но знай, если ты расскажешь ему о нашей встрече, ты не доживешь до утра. У меня есть люди, которые будут следить за каждым твоим шагом». Бакыт действительно ушел с той встречи, хлопнув дверью, и больше его никто из той группы не видел. Через 2 недели его нашли мертвым в его квартире. Официальная версия гласила о самоубийстве, но все, кто знал Бакыта, понимали, что это была инсценировка. Его смерть стала последним предупреждением для остальных членов группы: путь назад отрезан. И теперь у них есть только один выбор: предать Атамбаева или разделить его судьбу. После смерти Бакыта оставшиеся 11 человек из внутреннего круга окончательно приняли решение отойти в сторону и не вмешиваться, когда власти начнут операцию против Атамбаева. Они не стали активными участниками заговора, но их молчание и бездействие фактически означали предательство. Когда 7 августа 2019 года началась осада Кайташа, ни один из этих людей не был рядом с Атамбаевым. Все они нашли различные предлоги, чтобы отсутствовать в тот день. Кто-то уехал в командировку, кто-то заболел, кто-то взял внезапный отпуск. Атамбаев заметил это странное совпадение, но было уже слишком поздно. Он оказался окружен людьми второго и третьего эшелона, которые не знали всех секретов обороны резиденции и не могли организовать эффективное сопротивление. Именно поэтому штурм прошел так быстро и с минимальными потерями для нападающих. Профессионалы, которые могли бы превратить Койташ в неприступную крепость, намеренно отсутствовали, оставив своего бывшего шефа на растерзание. После ареста Атамбаева эти 11 человек разошлись по разным углам страны и мира. Кто-то получил новые должности в структурах безопасности, кто-то ушел в частный бизнес, кто-то эмигрировал. Но все они живут с грузом вины и страха, понимая, что предательство не прощается и что рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали. Теперь давайте поговорим о том, что происходило с самим Атамбаевым в последние месяцы перед штурмом, потому что его физическое и психическое состояние в тот период было критическим. И это объясняет многие его решения, которые со стороны казались иррациональными и самоубийственными. Атамбаев всегда был человеком крепкого здоровья, в молодости занимался спортом, следил за питанием, регулярно проходил медицинские обследования и даже в 60 лет выглядел моложе своих ровесников. Но после ухода с поста президента в 2017 году его здоровье начало стремительно ухудшаться. Сначала появились проблемы с давлением, затем начались головные боли, бессонница, приступы тревоги и паники. Его личный врач, который наблюдал его более 10 лет, был шокирован скоростью, с которой организм бывшего президента разрушался, и настаивал на полном обследовании в специализированной клинике. Но Атамбаев отказывался, боясь, что информация о его болезнях станет достоянием общественности и будет использована против него политическими противниками. Он начал принимать огромное количество лекарств: таблетки от давления, снотворное, антидепрессанты, обезболивающие. И все это без должного медицинского контроля, просто следуя советам знакомых или информации из интернета. К весне 2019 года его состояние стало настолько плохим, что он с трудом мог подниматься по лестнице, задыхался при малейшей физической нагрузке, и его руки постоянно дрожали не от страха, а от побочных эффектов лекарств, которые он принимал горстями. Но самое страшное было не физическое состояние, а то, что происходило с его психикой. Атамбаев становился все более параноидальным, подозрительным, агрессивным.
Он видел врагов и предателей везде в своем окружении, среди родственников, даже среди членов собственной семьи. Он устраивал внезапные проверки лояльности своим людям, заставлял их проходить детекторы лжи, требовал клятв верности, записывал все разговоры на диктофон. Его жена Раиса позже рассказывала журналистам, что в последние месяцы перед арестом она почти не узнавала своего мужа-человек, который всегда был рациональным и расчетливым политиком, превратился в нервного, вспыльчивого, непредсказуемого параноика, который мог накричать на близких из-за пустяка или заподозрить в предательстве человека, который служил ему 20 лет. Врачи, которые позже изучали его медицинскую карту, пришли к выводу, что у Атамбаева развилась тяжелая форма тревожного расстройства, усугубленная хроническим стрессом и неконтролируемым приемом психотропных препаратов. Его мозг буквально разрушался под воздействием постоянного напряжения, недосыпания и химического дисбаланса, вызванного лекарствами. И именно в этом состоянии он принимал решения, которые определили его судьбу, решение не бежать за границу, решение укрепиться в Кайташе, решение оказать вооруженное сопротивление властям. Если бы он был в здравом уме, возможно, он выбрал бы другой путь, но его разум был затуманен болезнью, страхом и лекарствами, и он уже не мог мыслить рационально. Среди лекарств, которые принимал Атамбаев в последние месяцы, было одно особенно опасное сильнодействующий транквилизатор под названием феназепам, который в больших дозах может вызывать галлюцинации, потерю памяти и даже психотические эпизоды. Этот препарат был запрещен во многих странах из-за высокого риска зависимости и побочных эффектов. Но в Кыргызстане его можно было купить в аптеке без рецепта, и Атамбаев принимал его ежедневно, иногда по несколько таблеток за раз, чтобы справиться с бессонницей и тревогой. Его врач умолял его прекратить прием этого препарата, предупреждая о серьезных последствиях для здоровья, но Атамбаев не слушал, говоря, что это единственное, что помогает ему хоть немного спать. К июлю 2019 года он уже не мог обходиться без феназепама, если он пропускал прием, у него начинались приступы паники, дрожь во всем теле, холодный пот, и он чувствовал, что сходит с ума. Это была классическая наркотическая зависимость, и она полностью контролировала его жизнь. Люди из его окружения рассказывают, что в последние недели перед штурмом Атамбаев иногда не узнавал знакомых, забывал, о чем говорил 5 минут назад, и даже видел вещи, которых не было тени в углах комнаты, лица в окнах, голоса, которые шептали ему угрозы. Это были галлюцинации, вызванные передозировкой феназепама, но он был уверен, что за ним действительно следят, что в его доме установлены камеры и микрофоны, что его хотят отравить или убить. И эта паранойя, подпитываемая химическими веществами, превратила его в заложника собственного разрушающегося разума. Но была еще одна причина, по которой здоровье Атамбаева так стремительно ухудшилось, и эта причина связана с событиями, которые произошли за год до штурма Койташа. В августе 2018 года Атамбаев перенес инсульт не тяжелый, но достаточно серьезный, чтобы на несколько дней потерять способность говорить и двигать правой рукой. Этот инсульт держали в строжайшем секрете, даже близкие родственники не знали о нем, потому что Атамбаев понимал, если информация о его болезни станет известна, это будет воспринято как признак слабости, и его политические враги немедленно воспользуются этим. Его лечили в частной клинике, куда привозили врачей из России и Турции, и через 2 недели он более-менее восстановился, но последствия инсульта остались, у него начались проблемы с памятью, он стал забывчивым, рассеянным, иногда терял нить разговора или повторял одно и то же по несколько раз. Врачи предупреждали, что риск повторного инсульта очень высок,
особенно если он будет продолжать жить в состоянии постоянного стресса, но Атамбаев игнорировал эти предупреждения, считая, что у него нет времени на болезни и отдых. Он продолжал активную политическую деятельность, выступал на митингах, давал интервью, встречался с сторонниками, и все это время его организм работал на пределе, приближаясь к катастрофе. К лету 2019 года его артериальное давление постоянно держалось на уровне 180 на 110, критические показатели, при которых каждый день мог стать последним. Его сердце работало с перебоями, почки начали отказывать, печень была разрушена лекарствами. Фактически Атамбаев был ходячим мертвецом, который держался только на силе воли и огромных дозах препаратов. Но даже это не могло продолжаться вечно. Представьте себе человека, который когда-то управлял целой страной, принимал решения, от которых зависели судьбы миллионов людей, встречался с мировыми лидерами на равных. И вот теперь этот человек не может подняться с кровати без посторонней помощи, задыхается, поднимаясь по лестнице, и дрожащими руками пытается открыть баночку с таблетками. Это была жестокая ирония судьбы власть, которую Атамбаев так отчаянно пытался сохранить. Ускользала от него не только политически, но и физически, потому что его собственное тело предавало его, отказываясь подчиняться. Его окружение видело это разрушение, но никто не осмеливался сказать ему правду, что ему нужно остановиться, сдаться, уехать на лечение, спасти хотя бы то, что еще можно спасти. Все молчали, потому что боялись его гнева, боялись быть обвиненными в предательстве, боялись потерять свои должности и привилегии. И это молчание было еще одной формой предательства, возможно, самой жестокой, потому что оно позволило Атамбаеву идти к своей гибели, не осознавая, насколько близко он находится к краю пропасти. Когда 8 августа его увозили из Кайташа в наручниках, он выглядел не как грозный политический лидер, а как больной, измученный старик, который едва держался на ногах. Спецназовцам даже пришлось поддерживать его под руки, чтобы он не упал. И эти кадры, которые попали в интернет, шокировали многих. Люди не могли поверить, что это тот самый Атамбаев, который еще год назад выглядел сильным и энергичным. Но вернемся к архивам, потому что именно там хранятся ответы на многие вопросы, которые до сих пор остаются без ответа. После штурма Кайташа спецслужбы изъяли из резиденции Атамбаева более 50 коробок с документами. Это были контракты, финансовые отчеты, переписка с иностранными партнерами, записи телефонных разговоров, личные дневники, медицинские карты и даже семейные фотографии. Все эти материалы были вывезены в здание ГКНБ и помещены в специальное хранилище с ограниченным доступом. Официально эти документы должны были стать доказательной базой для судебного процесса против Атамбаева, но на практике большая часть из них так и не была представлена в суде, потому что содержала информацию, которая компрометировала не только самого Атамбаева, но и многих других высокопоставленных чиновников, включая тех, кто сейчас находится у власти. Среди этих документов были контракты на поставку оружия, которые подписывались с нарушением всех процедур и с огромными откатами, соглашения о разделе сфер влияния между различными кланами и группировками, списки людей, которые получали регулярные выплаты из государственного бюджета за лояльность режиму, и даже протоколы встреч, на которых обсуждались планы по устранению неугодных журналистов и активистов. Если бы все эти документы были обнародованы, это привело бы к политическому землетрясению, которое смело бы не только действующую власть, но и всю систему, которая существует в Кыргызстане уже 30 лет. Но самые интересные документы из архива Атамбаева — это его личные дневники, которые он вел на протяжении всех лет своего президентства.
В этих дневниках он записывал не только официальные события и встречи, но и свои личные мысли, страхи, сомнения, оценки людей из своего окружения. Читая эти записи, можно увидеть совершенно другого Атамбаева, непубличного политика, который всегда выглядел уверенным и непоколебимым, а человека, который постоянно сомневался в правильности своих решений, который боялся предательства, который не доверял никому, даже самым близким. В одной из записей, датированной мартом 2016 года, он пишет: «Сегодня встречался с Жен-Быковым. Он улыбался и говорил о лояльности, но я видел в его глазах холод и расчет. Этот человек предаст меня при первой возможности. Нужно быть готовым». Эта запись была сделана за год до того, как Атамбаев передал власть Жээнбекову. И она показывает, что он прекрасно понимал, чем все закончится, но все равно пошел на этот шаг, возможно, надеясь, что сможет контролировать ситуацию из-за кулис. Но он ошибся, и эта ошибка стоила ему всего. В другой записи, сделанной в июне 2019 года, за 2 месяца до штурма, он пишет: «Я окружен предателями. Не знаю, кому можно доверять. Даже те, кто клялся в верности, смотрят на меня с опаской, как на обреченного. Может быть, они правы. Может быть, я действительно обречен. Но я не сдамся без боя». Эти слова пронизаны отчаянием и одиночеством человека, который понимает, что проиграл, но не может признать поражение. Среди документов, изъятых из резиденции Атамбаева, были также медицинские карты, которые раскрывают шокирующие детали о состоянии его здоровья в последние годы. Из этих документов следует, что Атамбаев страдал не только от гипертонии и последствий инсульта, но и от целого букета других заболеваний хронического панкреатита, язвы желудка, почечной недостаточности, диабета второго типа и даже начальной стадии цирроза печени. Все эти болезни были следствием многолетнего стресса, неправильного питания, злоупотребления алкоголем и лекарствами. Врачи, которые наблюдали его, неоднократно предупреждали, что если он не изменит образ жизни, его организм не выдержит. Но Атамбаев игнорировал эти предупреждения, считая, что у него нет времени на здоровье. В одной из медицинских карт есть запись от апреля 2019 года, где врач пишет: «Пациент отказывается от госпитализации, несмотря на критическое состояние. Уровень сахара в крови критически высокий, почки работают на 30% от нормы, печень увеличена в 2 раза. Без немедленного лечения прогноз крайне неблагоприятный. Пациент настаивает на продолжении амбулаторного лечения и приеме обезболивающих». Эта запись была сделана за 4 месяца до штурма, и она показывает, что Атамбаев фактически жил на грани между жизнью и гибелью, и только огромные дозы лекарств позволяли ему функционировать. Но эти же лекарства разрушали его организм изнутри, создавая порочный круг, из которого не было выхода. Теперь давайте поговорим о том, что происходило в самом здании ГКНБ, куда были доставлены все эти архивы после штурма Койташа. Специальная группа из 12 аналитиков работала над этими документами круглосуточно в течение 3 месяцев, пытаясь систематизировать информацию и выделить наиболее важные материалы для судебного процесса. Но очень скоро стало ясно, что многие документы содержат информацию, которая не должна стать достоянием общественности, потому что она компрометирует не только Атамбаева, но и действующих чиновников, бизнесменов, судей, депутатов. Руководство ГКНБ приняло решение засекретить большую часть архива и допустить к нему только узкий круг лиц с высшим уровнем допуска. Но даже среди этих людей нашлись те, кто понял, какую взрывоопасную информацию они держат в руках, и решил сделать копии наиболее важных документов на случай, если они понадобятся в будущем либо для защиты, либо для шантажа.
Один из этих аналитиков, который согласился дать анонимное интервью, рассказал, что среди документов был целый раздел, посвященный связям кыргызских политиков с российскими и китайскими спецслужбами, и что эта информация могла бы перевернуть представление о том, кто на самом деле управляет Кыргызстаном. По его словам, там были доказательства того, что многие решения, которые принимались кыргызским правительством, на самом деле были продиктованы из Москвы или Пекина, и что некоторые высокопоставленные чиновники фактически работали на иностранные разведки, получая за это щедрое вознаграждение. Эта информация до сих пор хранится в секретных архивах и вряд ли когда-нибудь будет обнародована, потому что ее раскрытие поставило бы под угрозу национальную безопасность страны и могло бы привести к международному скандалу. Но самая большая тайна архивов Атамбаева связана с документом, который так и не был найден, несмотря на тщательные обыски резиденции и всех связанных с ним объектов. Этот документ, о существовании которого знали только несколько человек из ближайшего окружения бывшего президента, содержал полный список всех коррупционных схем, которые действовали в Кыргызстане за последние 20 лет, с указанием имен, сумм, банковских счетов и методов отмывания денег. Атамбаев называл этот документ своей страховкой и говорил, что если с ним что-то случится, этот список будет автоматически отправлен в международные правоохранительные органы и СМИ. Но после его ареста документ так и не появился, и это означает либо то, что Атамбаев блефовал, и никакого списка не существовало, либо то, что он действительно спрятал его так надежно, что даже спецслужбы не смогли его найти. Есть версия, что этот документ был передан на хранение доверенному лицу за границей с инструкцией обнародовать его только в случае гибели Атамбаева, и пока он жив, документ остается в тайнике. Но кто это доверенное лицо? Где находится документ? И что произойдет, если он все-таки будет обнародован? Эти вопросы не дают покоя многим людям во власти, которые боятся, что их имена могут быть в том списке, и которые готовы на все, чтобы найти и уничтожить этот документ до того, как он попадет в чужие руки. Для первого раза в 35 лет человек, который был ответственен за личную безопасность президента Кыргызстана, соглашается говорить перед камерами, и его голос дрожит не от возраста, а от того груза секретов, который он нес все эти годы в полном молчании. Этот человек — бывший генерал-майор службы государственной охраны, который находился рядом с Атамбаевым в самые критические моменты его президентства и который знает правду о событиях, которые никогда не попадали в официальные протоколы и отчеты. Он знает о встречах, которые проходили глубокой ночью в секретных резиденциях, о звонках с зашифрованных номеров, которые меняли ход политических решений, о людях, которые приезжали через запасные входы и уезжали до рассвета, не оставляя никаких следов в журналах регистрации. Этот генерал согласился дать интервью только при условии, что его лицо будет скрыто, голос изменен, а съемка проведена в затемненном помещении, потому что он абсолютно уверен, если его личность станет известна, он не проживет и месяца. То, что он рассказывает сегодня, объясняет последние недели перед штурмом Кайташа и раскрывает имя человека, который стоял за всей операцией, оставаясь в тени и никогда не появляясь в официальных документах. По словам этого генерала, в последние 3 недели июля 2019 года в резиденцию Атамбаева начали поступать странные сигналы, системы безопасности фиксировали попытки взлома электронных замков, камеры наблюдения периодически отключались на несколько минут без видимых причин, а охранники докладывали о подозрительных автомобилях, которые кружили вокруг периметра в ночное время. Атамбаев понимал, что это не случайные инциденты, а систематическая разведка перед штурмом, и приказал усилить охрану,
установить дополнительные камеры и организовать круглосуточное патрулирование территории. Но все эти меры оказались бесполезными, потому что информация о каждом его шаге немедленно передавалась тем, кто планировал операцию. Генерал утверждает, что видел документ, который попал к нему случайно. Это была распечатка переговоров между координаторами штурма, где обсуждались детали обороны резиденции, расположение охранников, график смен, слабые места в периметре. Эта информация могла исходить только от человека, который имел доступ ко всем системам безопасности и который находился внутри самой резиденции. Когда генерал показал этот документ Атамбаеву, бывший президент побледнел и сказал только одно слово «Фарид». Это было имя человека, которому он доверял больше всех, который был рядом с ним 20 лет, который знал каждый его секрет. И теперь стало ясно, что именно этот человек продал его, передав всю критическую информацию тем, кто готовил штурм. Но предательство Фарида Ниязова было не спонтанным решением отчаявшегося человека, это была тщательно спланированная операция, которая началась за полгода до штурма Кайташа. Генерал рассказывает, что в январе 2019 года Фарид начал вести себя странно. Он стал нервным, рассеянным, часто уезжал в Бишкек под различными предлогами и возвращался поздно ночью. Несколько раз его видели в компании людей, которые не имели никакого отношения к охране или политике. Это были бизнесмены, которые, как позже выяснилось, работали на того самого олигарха, который финансировал операцию против Атамбаева. Фарида завербовали через классическую схему, сначала показали компромат на него видеозаписи, где он принимал крупные суммы денег от людей, которые хотели получить доступ к президенту. Затем пригрозили уголовным преследованием и арестом его семьи, а потом предложили сделку работать на новую власть и получить полную амнистию плюс $10 миллионов на счет в швейцарском банке. Фарид сопротивался несколько недель, но когда ему показали фотографии его жены и детей, выходящих из дома, и намекнули, что с ними может случиться несчастный случай, он сломался и согласился на сотрудничество. С того момента он начал систематически передавать информацию о каждом шаге Атамбаева, о каждой встрече, о каждом плане, и именно благодаря ему спецслужбы знали, когда и как нанести удар с максимальной эффективностью. Генерал также раскрывает детали последней ночи перед штурмом, когда Фарид исчез из резиденции под предлогом срочной поездки в Бишкек для встречи с адвокатами. Атамбаев разрешил ему уехать, не подозревая, что больше никогда его не увидит. Фарид не просто уехал, он забрал с собой копии всех ключевых документов, включая планы эвакуации, коды доступа к секретным помещениям и даже медицинские карты Атамбаева, которые содержали информацию о его слабостях и болезнях. Эта информация была немедленно передана координаторам штурма и позволила им спланировать операцию с хирургической точностью. Когда утром 8 августа начался штурм, спецназ знал точно, где находится Атамбаев, какие маршруты он может использовать для эвакуации, где спрятаны оружие и документы, и даже какие лекарства ему нужны, чтобы он не умер от сердечного приступа во время задержания. Это был не просто штурм, это была хирургическая операция по захвату человека, который знал слишком много и который должен был быть взят живым, чтобы его можно было заставить говорить. Фарид получил свои $10 миллионов и исчез по слухам. Он живет сейчас в Швейцарии под новым именем, но даже там он не чувствует себя в безопасности, потому что знает, предательство такого масштаба не прощается, и рано или поздно кто-то из людей Атамбаева найдет его и отомстит.
Но самое шокирующее откровение генерала касается человека, который стоял за всей операцией и который до сих пор остается в тени, несмотря на то, что прошло уже 6 лет с момента штурма Куйташа. Этот человек не политик и не чиновник, а один из самых влиятельных олигархов Центральной Азии, который контролирует значительную часть энергетического сектора региона и имеет тесные связи как с Москвой, так и с Пекином. Его имя никогда не упоминалось в связи с событиями в Куйташе, но именно он, по утверждению генерала, финансировал всю операцию, обеспечивал техническую поддержку, нанимал частных военных консультантов и даже лично координировал действия через зашифрованные каналы связи. Этот олигарх боялся Атамбаева больше, чем кто-либо другой, потому что бывший президент знал о его нелегальных схемах вывода капитала, о подкупе судей и чиновников, о связях с организованной преступностью и даже о заказных убийствах конкурентов. Если бы Атамбаев обнародовал эту информацию, олигарх потерял бы не только бизнес, но и свободу, и, возможно, даже жизнь. Поэтому он сделал все возможное, чтобы Атамбаев был нейтрализован быстро и бесповоротно. И именно его люди координировали действия спецназа в тот роковой день, обеспечивая, чтобы все компрометирующие материалы были изъяты до того, как их успеют скопировать или передать третьим лицам. Генерал рассказывает о встрече, которая произошла через 3 дня после штурма в одном из закрытых особняков на окраине Бишкека. На этой встрече присутствовали 5 человек, сам олигарх, 2 высокопоставленных чиновника из администрации президента Жээнбекова, начальник ГКНБ и еще один человек, которого генерал не смог идентифицировать, но который, судя по всему, представлял интересы иностранной разведки. На этой встрече обсуждались результаты операции и дальнейшая судьба Атамбаева. Олигарх настаивал на том, чтобы бывшего президента держали в полной изоляции и не давали ему возможности общаться с адвокатами и журналистами, потому что боялся, что Атамбаев может раскрыть информацию о его роли в штурме. Чиновники из администрации Жээнбекова соглашались, но предупреждали, что полная изоляция вызовет международный скандал и привлечет внимание правозащитных организаций. Тогда представитель иностранной разведки предложил другое решение оказать на Атамбаева психологическое давление, заставить его подписать признательные показания и согласиться на сделку со следствием в обмен на смягчение приговора. Этот план был принят, и именно поэтому в следующие месяцы Атамбаев подвергался систематическому давлению, которое в конечном итоге сломило его волю и заставило пойти на компромисс с властями. Теперь давайте поговорим о том, что происходило с Атамбаевым в первые недели после его ареста, потому что именно в этот период с ним случилось нечто, что полностью изменило его поведение и заставило отказаться от дальнейшего сопротивления. Официально он содержался в следственном изоляторе ГКНБ, где ему были предоставлены условия, соответствующие его статусу бывшего президента, отдельная камера, возможность встречаться с адвокатами, медицинское обслуживание. Но его адвокаты рассказывают совершенно другую историю. Они утверждают, что Атамбаев подвергался психологическому давлению, что его держали в изоляции по 23 часа в сутки, что ему не давали спать, включая яркий свет в камере круглосуточно, что его заставляли смотреть видеозаписи штурма Куйташа, где погиб сотрудник спецназа, и обвиняли его в этой гибели. Один из адвокатов даже заявил, что видел на запястьях Атамбаева следы от наручников, которые были затянуты так туго, что оставили глубокие ссадины, но официальная медицинская экспертиза не подтвердила этих утверждений, заявив, что все травмы были получены во время задержания.
Но самое страшное произошло в конце августа, когда Атамбаев был экстренно госпитализирован с диагнозом «острая сердечная недостаточность» и провел в реанимации почти неделю, балансируя между жизнью и гибелью. Врачи, которые работали в той больнице, рассказывают, что состояние Атамбаева было критическим, его сердце работало с перебоями, давление скакало от критически низкого до опасно высокого, и несколько раз его приходилось возвращать к жизни с помощью дефибриллятора. Но самое странное было не в его физическом состоянии, а в том, что происходило в его палате в ночное время. Медсестры рассказывали о людях в штатском, которые приходили к нему поздно вечером и проводили там по несколько часов, не позволяя медицинскому персоналу входить и не объясняя цель своих визитов. Одна из медсестер, которая дежурила в ту ночь, рассказывала, что слышала через дверь громкие голоса, крики и даже звуки, похожие на удары, но когда она попыталась войти, ее остановили охранники и велели не вмешиваться. На следующее утро Атамбаев выглядел совершенно разбитым, его лицо было серым, глаза потухшими, руки дрожали, и он отказывался от еды и воды. Врачи пытались выяснить, что с ним произошло, но он молчал, только качал головой и повторял: «Все кончено. Я проиграл». Что случилось в ту ночь? Кто были эти люди? И что они сделали с Атамбаевым, что сломило человека, который всю жизнь боролся и никогда не сдавался? Есть версия, которую озвучивают несколько источников из числа бывших сотрудников спецслужб, что в ту ночь Атамбаеву показали видеозапись, которая полностью разрушила его волю к сопротивлению. На этой записи, по их словам, была запечатлена встреча его жены Раисы с представителями властей, где ей предъявили ультиматум: либо Атамбаев соглашается на сделку со следствием и признает часть обвинений, либо его дети будут арестованы по сфабрикованным обвинениям и проведут в тюрьме десятки лет. Раиса, которая всегда была сильной и волевой женщиной, на той записи плакала и умоляла мужа согласиться, говоря, что не может видеть, как страдают их дети, и что лучше он пожертвует своей свободой, чем разрушит жизнь всей семьи. Эта запись была показана Атамбаеву в тот момент, когда он был максимально уязвим, физически истощен, психологически подавлен, находясь на грани между жизнью и гибелью. И это сработало после просмотра записи. Атамбаев сломался и согласился на все условия, которые ему предложили. Он подписал признательные показания, согласился на сделку со следствием и даже попросил своих сторонников прекратить протесты и не провоцировать власти. Это было полное поражение человека, который когда-то управлял страной и считал себя непобедимым. Но история на этом не закончилась, потому что даже после того, как Атамбаев был сломлен и посажен в тюрьму, олигарх, который стоял за всей операцией, не мог спать спокойно. Он знал, что Атамбаев сделал копии самых компрометирующих документов и передал их доверенным людям с инструкцией обнародовать их в случае, если с ним что-то случится. И эти копии до сих пор существуют где-то, возможно, в сейфе адвоката, возможно, у родственника за границей, возможно, в банковской ячейке в одной из европейских стран. Олигарх тратит миллионы долларов на поиски этих документов, нанимает частных детективов, подкупает людей из окружения Атамбаева, даже пытается взломать электронные архивы его адвокатов, но пока безуспешно. Атамбаев из своей тюремной камеры периодически намекает в интервью, что у него есть последний козырь, который он сыграет в нужный момент. И эти намеки держат олигарха в постоянном напряжении. Он понимает, что пока Атамбаев жив, эта угроза будет висеть над ним. И именно поэтому он делает все возможное, чтобы бывший президент оставался в тюрьме как можно дольше, под постоянным контролем, без возможности свободно общаться с внешним миром.
Теперь давайте поговорим о том, что произошло после штурма Кайташа, с теми людьми, которые были рядом с Атамбаевым и которые разделили его судьбу. Многие из его сторонников, которые защищали резиденцию в тот день, были арестованы и получили реальные тюремные сроки по обвинению в организации массовых беспорядков и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Некоторые из них до сих пор сидят в тюрьмах, другие были освобождены после революции 2020 года, когда к власти пришли новые люди и была объявлена амнистия для политических заключенных. Но даже те, кто вышел на свободу, не могут вернуться к нормальной жизни, они носят клеймо сторонников Атамбаева. Их не берут на работу. Их семьи подвергаются давлению, их дети сталкиваются с дискриминацией в школах и университетах. Один из бывших охранников Атамбаева, который провел в тюрьме 2 года и был освобожден по амнистии, рассказывал, что после выхода на свободу он не мог найти работу в течение полугода, потому что все работодатели отказывали ему, как только узнавали о его прошлом. В конце концов, он был вынужден уехать в Россию на заработки, оставив семью в Кыргызстане, и теперь видит жену и детей только раз в год, когда приезжает на короткий отпуск. Это цена лояльности человеку, который проиграл политическую борьбу не только тюрьма, но и разрушенная жизнь, разбитая семья, потерянное будущее. Среди тех, кто пострадал после штурма Койташа, была и семья Атамбаева, его жена Раиса, его дети, его родственники. Раиса, которая всегда была рядом с мужем и поддерживала его во всех политических баталиях, после его ареста оказалась в полной изоляции, ее не пускали на встречи с мужем, ей угрожали арестом, если она будет давать интервью журналистам. Ее счета были заморожены, и она осталась практически без средств к существованию. Ее дети, которые до этого жили в роскоши и имели все возможности, внезапно оказались изгоями, их исключили из престижных учебных заведений. Их друзья отвернулись от них. Их бизнесы были разрушены через давление со стороны властей. Старший сын Атамбаева, который управлял несколькими компаниями, был вынужден продать все активы за бесценок и уехать за границу, где пытается начать жизнь с нуля, но тень отца преследует его везде. Дочь Атамбаева, которая училась в Европейском университете, была вынуждена прервать учебу и вернуться в Кыргызстан, чтобы поддержать мать, и теперь работает простым менеджером в небольшой компании, зарабатывая в сотни раз меньше, чем зарабатывала раньше. Это трагедия целой семьи, которая заплатила за амбиции одного человека, который не смог вовремя остановиться и отойти в сторону. Но самая трагическая судьба постигла тех, кто пытался помочь Атамбаеву после его ареста и кто поплатился за это своей свободой или даже жизнью. Один из его адвокатов, который слишком активно защищал своего клиента и публично обвинял власти в фабрикации дела, был арестован по обвинению в разглашении государственной тайны и приговорен к 5 годам тюрьмы. Журналист, который расследовал обстоятельства штурма Койташа и пытался опубликовать материалы о нарушениях прав человека во время операции, был избит неизвестными и провел несколько месяцев в больнице, а после выздоровления был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Активист правозащитной организации, который организовывал протесты в поддержку Атамбаева, исчез при загадочных обстоятельствах. Его машину нашли на обочине дороги с открытыми дверями. Но самого его так и не нашли, и официальное расследование было закрыто через несколько месяцев без результатов. Все эти случаи создают картину систематического подавления любых попыток поддержать Атамбаева или раскрыть правду о том, что произошло в Кайташе. Власти делают все возможное, чтобы эта история была забыта, чтобы никто не задавал неудобных вопросов, чтобы все свидетели молчали или исчезали.
События в Койташе 8 августа 2019 года стали переломным моментом в современной истории Кыргызстана. Они показали, что даже бывший президент, человек, который когда-то управлял страной и имел огромное влияние, может быть сломлен и уничтожен, если против него объединятся достаточно мощные силы. Штурм резиденции Атамбаева был не просто полицейской операцией по задержанию подозреваемого, это была демонстрация силы, послание всем, кто осмелится бросить вызов новой власти. После этих событий политическая атмосфера в стране изменилась, оппозиция была запугана, критики власти замолчали, журналисты стали осторожнее в своих публикациях. Но эта победа властей оказалась пирровой через год. В октябре 2020 года в Кыргызстане произошла очередная революция, которая свергла президента Жээнбекова и привела к власти совершенно новых людей. Атамбаев из своей тюремной камеры наблюдал за этими событиями и, возможно, испытывал горькое удовлетворение, видя, как его главный враг повторяет его судьбу, теряет власть, бежит из страны, становится изгоем. Но это удовлетворение не могло компенсировать того, что он потерял свободы, здоровья, семьи, будущего. Сегодня, спустя 6 лет после штурма Койташа, Алмазбек Атамбаев все еще находится в тюрьме, отбывая длительный срок по нескольким уголовным делам. Его здоровье продолжает ухудшаться, он перенес еще один инсульт, у него развилась тяжелая форма диабета, его зрение почти полностью пропало, и врачи говорят, что без надлежащего лечения он может не прожить и года. Его адвокаты неоднократно подавали ходатайство об освобождении по состоянию здоровья, но все они были отклонены судом. Власти не хотят выпускать его на свободу, потому что боятся, что даже в таком состоянии он может стать символом сопротивления, вокруг которого объединятся недовольные. Атамбаев из своей камеры продолжает давать интервью через адвокатов, в которых обвиняет власти в политических репрессиях и требует справедливого суда. Но его голос уже не имеет той силы, что раньше он стал одним из многих политических заключенных, чьи истории забываются так же быстро, как появляются новые скандалы и кризисы. Его сторонники, которые когда-то были готовы умереть за него, разошлись по своим делам, кто-то нашел новых лидеров, кто-то разочаровался в политике, кто-то просто устал бороться. Резиденция в Кайташе, которая когда-то была его крепостью, стоит заброшенной и разрушенной, окна выбиты. Стены исписаны граффити, территория заросла сорняками. Это символ того, как быстро слава и власть превращаются в прах, как легко забываются те, кто еще вчера казался непобедимым. Но остается один вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа: был ли Атамбаев жертвой политического заговора или сам создал условия для своего падения. С одной стороны, очевидно, что против него была организована масштабная операция, в которой участвовали спецслужбы, олигархи, иностранные разведки, и что многие обвинения против него были сфабрикованы или преувеличены. С другой стороны, нельзя отрицать, что Атамбаев сам создал систему, которая в конечном итоге его уничтожила, систему коррупции, клановости, подавления оппозиции, манипуляций с судебной системой. Он использовал эти методы против своих противников, когда был у власти, и теперь эти же методы были использованы против него. Это классическая история о том, как власть развращает, как абсолютная власть развращает абсолютно, и как те, кто строит свою карьеру на насилии и обмане, в конечном итоге становятся жертвами собственной системы. Атамбаев был не ангелом и не героем, он был обычным политиком, который играл по жестким правилам кыргызской политики и который проиграл, когда правила игры изменились, а он не смог или не захотел адаптироваться. История Атамбаева и событий в Койташе — это не просто история одного человека,
Это история целой страны, которая не может вырваться из порочного круга революций, переворотов, политических репрессий. Каждые несколько лет в Кыргызстане происходит смена власти. Каждый раз новые лидеры обещают перемены и борьбу с коррупцией. И каждый раз все заканчивается одинаково, новая власть повторяет ошибки старой. Новые лидеры становятся такими же коррумпированными, как и те, кого они свергли. Атамбаев был частью этого цикла, он пришел к власти на волне революции 2010 года, обещая демократию и реформы, а ушел в наручниках, обвиненный в тех же преступлениях, в которых он обвинял своих предшественников. Его преемник Жээнбеков повторил его судьбу, был свергнут революцией и бежал из страны. И нет никаких гарантий, что нынешние лидеры не повторят тот же путь. Пока в стране не будут созданы реальные демократические институты, независимая судебная система, свободные СМИ и гражданское общество, этот цикл будет продолжаться, пожирая новых лидеров и порождая новые трагедии. Что касается того самого олигарха, который стоял за операцией против Атамбаева, он продолжает жить в роскоши и процветании, контролируя свою бизнес-империю и влияя на политические процессы в стране из тени. Его имя по-прежнему не упоминается в связи с событиями в Койташе, и он делает все возможное, чтобы так и оставалось. Он тратит миллионы на поддержку лояльных политиков, на подкуп журналистов, на финансирование провластных СМИ, которые создают нужный ему образ реальности. Он живет в своем дворце, ездит на роскошных автомобилях, отдыхает на частных курортах, в то время как простые граждане Кыргызстана борются за выживание, получая зарплаты в 200-300 долларов в месяц. Это вопиющее неравенство, это пропасть между богатыми и бедными, между теми, кто имеет власть, и теми, кто ее лишен, это главная проблема Кыргызстана, которая порождает все остальные проблемы. И пока эта проблема не будет решена, страна будет продолжать жить в состоянии перманентного кризиса, переходя от одной революции к другой, от одного диктатора к другому, не находя выхода из этого лабиринта. Фарид Ниязов, человек, который предал Атамбаева и передал всю критическую информацию координаторам штурма, действительно получил свои 10 миллионов долларов и уехал в Швейцарию, где живет под новым именем. Но деньги не принесли ему счастья. Он живет в постоянном страхе, опасаясь мести со стороны людей Атамбаева, которые, как он знает, никогда не простят предательства такого масштаба. Он не может спокойно спать по ночам, постоянно оглядывается на улице, боится заводить новые знакомства, потому что не знает, кто из окружающих может оказаться наемным убийцей. Его жена и дети, которых он увез с собой, чтобы защитить от возможной мести, тоже живут в этом страхе, и их жизнь превратилась в золотую клетку. У них есть деньги, комфорт, безопасность, но нет покоя и свободы. Фарид пытается заглушить чувство вины алкоголем и антидепрессантами, но это не помогает. Каждую ночь ему снится Атамбаев, который смотрит на него с укором и спрашивает: «Почему ты предал меня? Я доверял тебе больше, чем кому-либо». Эти сны преследуют его, и он просыпается в холодном поту, понимая, что никакие деньги не могут купить прощение и что он будет нести этот груз до конца своих дней. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Алмазбека Атамбаева еще помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории.